Добрый день, дорогие товарищи! Чувашской республиканской ТЮЗ имени Михаила Сесьбеля, Министерство культуры Чувашской республики и СТД России открывают сегодня театральный фестиваль ТЮЗов и молодежных театров Поволжья и Урала «Сказочная палитра». Наш фестиваль состоит из двух программ. Дневная программа для детей, вечерняя программа для взрослого зрителя. Сейчас мы на открытии дневной программы. И открывает эту нашу программу Татарский театр юного зрителя имени Кариева. Наш фестиваль и небольшой, и не маленький, но средний, так скажем. Потому что к нам приезжают сегодня Мариэл, Саха-театр. Это очень далекий театр, это очень известный театр, это очень талантливый театр. И театр из Башкирии, тоже ТЮЗ, театр из Уфы, но татарский, театр татарский НУР. У нас еще из Пензы приезжают тоже молодежный театр. И все эти театры, почти все, кроме как Чувашского ТЮЗа, все они открывались в 1990-е годы. Это очень знаменательно. Мы, конечно же, безумно рады, что этот фестиваль у нас открывается сегодня дневной программой, и дневную программу открывает Татарский театр юного зрителя имени Кариева. Я приглашаю к микрофону главного режиссера Казанского татарского ТЮЗа Рината Мирзахасановича Аюпова. Здравствуйте, дорогие товарищи, наши татары, наши казанцы. Мансур, я, конечно, хочу сначала предоставить вам слово. Сегодня в Чебоксарах туманно, слякотно, а как в Казани? Когда мы ехали, дорога отличная. Как будто все небо чистое. Мы ехали, сами знаете, за победой. Поэтому нам и Бог дает хорошие дороги. Мы знаем, что и чувашские дороги хорошие, но у нас в Татарстане лучше, конечно, но чуть-чуть. Сегодня это уже считаем. Ну, я принимаю ваше самовосхваление. Я тоже татар очень люблю. И я думаю, что дорога дружбы, она всегда лучше, даже в любой слякоть, в любой туман. Дружба нам открывает пути. Как бы ни сказали, соседи – это самое главное в жизни. От соседей все зависит. Если вы хорошо будете жить, мы тоже радуемся. Если мы хорошо будем жить, вы радуетесь. Поэтому лучше жить дружно татары и чуваши вот в таком тяжелом мире, вот сейчас, в настоящее время. Не надо говорить о тяжелом мире, все знают. В настоящее время в национальном вопросе мы все равно должны стоять. Здесь чуваши, там татары, и нельзя терять свое лицо. Свое лицо и свой язык, ты хотел сказать. Да. Поэтому этот фестиваль национальных театров означает, это уже другое. Каждый здесь выступает на своем родном языке. Вот у нас в Татарстане мы играем чисто татарском языке спектакли, переводом, конечно. Без перевода, потому что некоторые ребята не понимают русскоязычный, поэтому перевод выполняем. И я знаю, надеюсь, что то же самое и вы здесь сделаете национальным. Поэтому национальным театром вот сейчас жить очень нелегко, потому что все привыкли уже русский язык, и получается на русском все играют, а вот на татарском мало театра. Поэтому очень хорошо сделали, что это вот второй раз мы уже с удовольствием приехали сюда, чтобы сблизить этих народов, чтобы были такие спектакли побольше для детей, для взрослых. Еще театр юного зрителя – это воспитание молодого поколения. Как мы будем воспитать, она так и получается будущее. Поэтому желаем удачи вам.
Я вам, нам всем желаю удачи. И потому вопрос, пожалуйста, Ринату Мирза Хасановичу. Я правильно сказал? Правильно. Скажите, пожалуйста, вы как главный режиссер, режиссер театра, с какими трудностями встречаетесь, когда хотите поговорить с вашим молодым зрителем, с вашими детьми? Какие у вас в драматургии, есть ли в драматургии трудности, есть ли произношение актеров татарского слова, если со зрителем трудности, Мансур уже сказал, что переводим и все тому подобное. Пожалуйста, вам, Ринат. Ну, наш репертуар полностью основан на татарской прозе и драматургии, то есть татарская проза, литература, хорошая литература – это наш всегда спасение. И поэтому все актеры у нас всегда работают, говорят только на литературном татарском языке. И у нас нет никаких каких-то вот таких препятствий по татарскому национальному языку. По использованию татарского языка на сцене. Да, на сцене. И также мы, как я говорил, мы основываемся на татарскую литературу и драматургию. А татарская национальная публика, она всегда, публика любит всегда музыкальные спектакли, в том числе и музыкальные сказки. Расскажите, пожалуйста, о сегодняшнем спектакле. Скажи мне, бабочка, а это ля кубелек, как я так своим чувашским произношением, об авторе. Вот у нас в репертуаре есть 3 спектакля, посвященные татарскому народному поэту Габдулле Тукаеву. И для маленькой публики театр заказал Туфану Миннуллину, покойному, пьесу «Расскажи мне, бабочка». Это история, когда маленький Апуш уезжает из деревни Кушлаоч в Казань. И его внутренний страх перед поездкой, перед путешествием. Перед новым путешествием. И в конце концов он преодолевает свой страх, помогает ему свои же будущие персонажи сказок, поэм, Шурале, Суанаса и все вот эти животные, которые встречаются в татарской мифологии и татарской литературе. Спасибо большое, Мансур, спасибо большое, Ринат. Я думаю, мы скоро пойдем в зал, откроем наш фестиваль и посмотрим ваш спектакль. Спасибо вам. Спасибо, Рахмат.
Добрый день, дорогие зрители! Этот день поистине добрый, наполненный светом улыбок наших друзей. Вот и настал долгожданный миг, о котором мы мечтали целый год. Сегодня в Чебоксарах, столице Республики Чувашия, свои двери распахнет второй межрегиональный фестиваль национальных молодежных театров и театров юных зрителей «Сказочная палитра». Сказочная палитра – это смотр лучших национальных спектаклей для детей и молодежи. За время фестиваля мы познакомимся со сказками разных народов на их родном языке, традициями и обычаями, и узнаем, что нас объединяет и помогает тысячелетиями жить в согласии и мире на территории нашей великой и могучей страны России. Итак, внимание на экран! Внимание на экран! Солнечная Чувашья, край 100 тысяч песен и 100 тысяч вышивок. Многообразие культур малых народов самобытно и многогранно. Это прекрасный ковер, сотканный из узоров и символов, олицетворяющий такие ценности, как жизнь, любовь, семья, дружба, долг и многих других. И не случайно, что символом нашего фестиваля стал чувашский узор, олицетворяющий сердце. Мы искренне верим, что фестиваль национальных молодежных театров и театров юных зрителей «Сказочная палитра» — это своеобразный, яркий и добрый фрагмент этого бесценного полотна. Открытие второго межрегионального фестиваля национальных молодежных театров и театров юных зрителей «Сказочная палитра» мы приглашаем главного режиссера театра юного зрителя имени Михаила Сеспеля, заслуженного деятеля искусств Чувашской Республики, заслуженного деятеля культуры Республики Казахстан и руководителя фестиваля «Сказочная палитра» Иосифа Александровича Дмитриева. Значит, открываем дневную программу фестиваля спектаклем «Аль-Аля Кубелек». По-татарски сказал? Какой я молодец. Я вас поздравляю, чебоксарские школьники, чебоксарские зрители. Поздравляю со вторым фестивалем, с открытием второго фестиваля. Он еще в прошлом году был очень хорош, невероятно, но в этом году просто обещает быть невероятно красивым, хорошим, потому что рядом со мной невероятно красивая, молодая Ирина Григорьевна Мягкова. Ее представляют как театроведа, театрального критика, но я Ирину Григорьевну знаю еще и как писателя. Я читал ее книгу «Чужая девочка». Вот, я получил огромное удовольствие. Ирина Григорьевна, вы, наверное, тоже хотите сказать несколько слов, правильно? И как показывает сегодняшняя ситуация, проблемы национальных спектаклей для детей чрезвычайно актуальны, потому что снова возникает вопрос о том, нужны ли национальные языки, надо ли их учить и как вообще сохранить национальную культуру, что без национального языка, естественно, невозможно. Но я хочу вот что пожелать, даже не столько зрителям, потому что зрителям уже Иосиф Александрович все пожелал. Я хочу пожелать всем участникам этого замечательного, в общем, по-своему уникального фестиваля, что да, вы сохраняете язык, вы сохраняете культуру через язык,
но нужно идти больше и настойчивее к тому, чтобы сохранять высокий художественный уровень спектаклей. Потому что культура – это не только язык, культура – это еще и художественное творчество. И я желаю, чтобы каждый следующий фестиваль, а я очень надеюсь, что этот фестиваль будет жить долго и успешно, чтобы каждый следующий фестиваль был выше уровнем художественным, чем предыдущий. Хороших вам просмотров. Спасибо. В эти дни нас ожидает очень насыщенная программа. Многочисленные творческие встречи, обсуждения с известными критиками, деятелями культуры и искусства. Мы верим, что этот фестиваль станет заметным событием культурной жизни не только нашего края, но и всей России. Мы надеемся, что наш фестиваль придаст театрам новый стимул к дальнейшему развитию национальной культуры и совершенствованию своего таланта. Мы желаем гостям и участникам фестиваля больших творческих успехов. А сейчас для вас на сцене Казанский Татарский государственный театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева со спектаклем «Расскажи мне, бабочка». Приятного всем просмотра! Atlar көрелмей. Uzaklamaya kilip jiterler Abdullacan. Umarım Abdullacan. Sen bilirsin Abdullacan. Sana kolada dik eylet bulur. Arayın, Şamlı'na dik eylet bulur. Sen anda tuyğanşı parayı ne kaçarsın. Yılı süt içersin. Yağa tuzlarla tanışırsın. Yani mi Abdullacan? Sen bundan da anda eyletirek, rahatirek, bina açkan. Yani mi? Tuğmadım bunlar, tuğmadım. Abdullacan, bu ne? Sen yolga gitmek, yani mi? Yolga. Nega senin ko'zlaring shunday munsuz? Kumana, men yetim. Meni ben emlatayimda yo'q. Hani bu da oğullarım da yaşayın. Hey, oğullarımın anamız balaları şunday ko'p. Hani orta qo'shi. Hey, orta qo'shi. Abi menga shunday deydi. Kumana, bilasizmi? Biz bugun abi bilan qo'l
я тоже хочу от души поблагодарить Казанский татарский театр юного зрителя за их замечательную работу. Скажу вам по секрету, я давний поклонник этого коллектива. И хочу вручить диплом фестиваля коллективу Казанского татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева. Тут председатель жюри Мягкого, члены жюри Богданова, Давлетшина, Скворцова, Тургай, Павлов. И также маленький презент от нашего фестиваля. Сегодня начался фестиваль театрального искусства «Сказочная палитра». И фестиваль был открыт спектаклем «Расскажи мне, бабочка» Казанского татарского театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева. Мы только что просмотрели спектакль, и сейчас учащиеся детской школы искусств города Новочебоксарска поделятся своими впечатлениями об увиденном спектакле. Этот фестиваль проходит уже второй раз, и я очень рада, что этот фестиваль живет, и то, что он продолжает быть таким же красочным и многонациональным. Первым была Казань, и она очень понравилась музыкальным сопровождением и костюмами. Это очень многообещающее начало, которое может положить начало национальной дружбе. Фестиваль в этом году я посетила первый раз. Так же, как и Вике, мне очень понравилось начало фестиваля. Должна сказать, отметить пластику и движения героев, актеров. Они были очень плавными и грациозными. Мне очень понравился сюжет самого спектакля. Очень красивые костюмы были представлены нашим зрителям и нам тоже. Мне понравилась пластика актеров, очень красивые и четкие движения. И, конечно же, мне понравилось то, что, смотря этот спектакль, мы можем изучать другой язык, слушая слова на русском и на татарском в одно и то же время. Я бы хотела выразить свою благодарность за такой замечательный спектакль. Мне нравится сама идея этого проекта, сохранение национальной культуры, национального языка и объединение всех культур. Мне очень понравился этот спектакль, так как там было очень хорошее музыкальное сопровождение, прекрасная игра актеров, их движения, декорации были довольно-таки хорошие. И мне кажется, эта идея просто замечательная, то, что решили совместить национальные театры и ТЮЗы, очень интересные и хорошая идея. Наша школа искусств на сказочной палитре уже присутствует второй год, и нам очень нравится этот фестиваль, так как с помощью него мы можем узнать традиции других народов, то есть новые слова какие-то нам в переводе. Это очень хорошо, и мне нравится сказочная палитра. Спасибо большое за внимание, а мы продолжаем смотреть спектакли фестиваля.